Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Около 8 веков православная церковь почитает Петра и Февронию как покровителей брака и семьи. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в городском парке культуры и отдыха горожан поздравил Виталий Михайлов. В России этот праздник отмечается с 2008 года. Хранители семьи считают святых Петра и Февронию Муромских. Когда Петр взошел на княжеский престол, бояре поставили ему условия. Либо ты расстаешься с деревенской девушкой, ставшей женой, либо ты оставляешь княжеский престол. И любовь победила. Петр и Феврония покинули Муром, ушли жить в деревню, а в Муроме началась междоусобица. Началась кровопролитная борьба за княжеский престол. Хорошо не было никому. И тогда жители обратились к Петру с просьбой вернуться и княжить в Муроме. После возвращения Петра в Муроме воцарился мир. И вообще время правления Петра в Муроме, а правил он 23 года, было для Мурома временем благоденствия, временем его расцвета и развития. А Петр и Феврония остались в истории как образец настоящей крепкой семьи, настоящей крепкой любви и верности. Семья – это ячейка общества. Здесь человек получает основу жизни. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – цветок русских полей и лугов. Семья. Есть ли для человека что-то более главное? Я не знаю. Семья – это любовь. Семья – это уверенность. Семья – это забота и поддержка. Семья – это надежная крепость, за стенами которой всегда уютно, всегда тепло. Здесь тебя ждут, здесь тебе всегда рады. Семья – это то, без чего каждый из нас не может быть счастлив. Глава администрации Виталий Николаевич счастлив в браке вот уже 22 года. Они с супругой воспитывают 2 прекрасных сыновей. Пусть он будет не только 8 июля этот праздник, а каждый день в ваших семьях будет. Вставайте, просыпайтесь и всегда свою прекрасную половину побалуйте каким-нибудь добрым словом. Ну и самая главная ценность для любого родителя – это его дети. Дай Бог здоровья вашим детишкам, дай Бог, чтобы в ваших домах всегда был счастливый, непринужденный смех. Ну и вообще хочется, чтобы вы все жили одной большой, даже мы все жили одной большой семьей канашцев. Почему? Для меня мой родной город – это мой родной дом, и поэтому я думаю, что каждый из нас, просыпаясь каждое утро, должен об этом помнить. Еще раз мира, тепла, согласия в ваши дома. Глава вручил сертификаты на получение земельных участков многодетным семьям. Хочу поздравить в этот праздник всех многодетных семей, родителей их. Будьте счастливы, побольше бы еще детей. Ну и всех с праздником, в общем. В этом году 45 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Это рекордная цифра. Да, я думаю, даже у нас получится ее довести до 49 семей. Ну и на этом мы не будем останавливаться. В бюджете города всегда закладываем деньги на софинансирование этих мероприятий, потому что за этим мы видим будущее. Это развитие. Город, когда прибывает численностью, значит, город живет. Каждый год хотя бы одна многодетная семья получает жилье на льготных условиях. Поддержка семей продолжается. Социальные программы будут только увеличиваться. Пусть будет светел и богат ваш дом, и детским смехом, и волшебной сказкой, богат здоровьем, счастьем и трудом, и мудростью, и добротой, и лаской. Олеся Григорьева, Илья Сергеев, Елена Владцева, городской парк культуры и отдыха. Молодежь города активно участвует в жизни республики. Она – будущее страны. Виталий Михайлов поздравил ребят с Днем молодежи и наградил их благодарственными письмами и почетными грамотами. На сегодняшний день, благодаря вам, молодым талантам, очень много в городе идей воплощается в жизнь. Например, взять наш городской парк. Были пожелания скейт-площадки, были пожелания спортивные уголки какие-то сделать. И все это появилось в парке. В основном благодаря вашим чаяниям, надеждам и вашей активной работе. Сегодня работа ведется по летнему парку ДК.
был грандиозный проект в прошлом году, очень активно приняли в нем участие именно молодежь. 90% участников как раз были представители молодежи, которые делились своими идеями, и даже сам парк получил концепцию сенсорного парка именно благодаря пожеланиям наших молодых людей, которые в городе живут. И самое главное, эти пожелания были во многом направлены не в пользу даже самой молодежи, а в пользу малого мобильного группы населения. Мне это очень крестило, и потому что само название «Сенсорный парк» появилось благодаря креативным идеям молодых людей. Глава администрации поблагодарил представителей молодежи за участность, рассказал о предстоящих планах, рабочих местах и развитии муниципалитета в целом. Сегодня я обращаюсь к вам как к будущим потенциальным, можно сказать, руководителям города, руководителям республики, а может быть и страны. Почему? Потому что кому, как не вам, строить наше общее будущее. Все дороги перед вами сегодня открыты, это я констатирую факт. Многие, может быть, со мной поспорят, что ЕГЭ это плохо. Я бы, например, сказал наоборот, у вас дополнительные возможности появляются. Вы можете в 5 вузов сразу на 5 отделений подавать документы. Где такая возможность была? Нигде. Единственное, вам надо немножко потрудиться при подготовке к этому ЕГЭ. И самое удивительное, что я всегда с болью говорю это, качество образования города Канаша на высоте, и очень много молодых людей выезжает учиться за пределы города Канаша. Но я надеюсь, что через 3, через 5 лет, кто как будет возвращаться, все вы вернетесь в наш родной Канаш, он будет намного благоустроеннее, чем сегодня, и все это будет сделано с вашей помощью. Виталий Николаевич наградил благодарственными письмами за активное участие в республиканском конкурсе семейных традиций объединения семью Константиновых, семью Руслана Иванова и Ларисы Александровой. Студентам педколледжа заместитель главы Валентина Дмитриева вручила грамоты за активную общественную работу по формированию гражданской позиции молодежи и реализацию общественно значимых проектов. Студентов Кантета и медколледжа наградили за высокие достижения в общественной жизни города, участие в социальных акциях и волонтерскую деятельность. Благодарностями различного уровня чествовали студентов строительного, финансового техникумов, молодых специалистов завода «Промтрактор-вагон». Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Малый зал Дворца культуры. «Учись строить будущее». В рамках Дня молодежи учебные заведения города провели свои мероприятия. Наша съемочная группа посетила Канашский строительный техникум. Ребята проверили свои возможности в спортивных состязаниях. Я хочу поздравить вас с этим праздником, который в России установился с 1958 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня советской молодежи. 24 июня 1993 года по предложению Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи Национального совета молодежных и детских объединений России издано распоряжение о праздновании Дня молодежи, который предписано отмечать этот праздник 27 июня. Молодость – это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага и бесстрашие. Это огромный потенциал, который может быть много изменить. И нужно помочь молодым людям реализовать этот потенциал. Я желаю вам ставить перед собой цели и обязательно достигать их. И никогда не забывайте, что ваши цели всегда соприкасаются с целями страны, республики и города. Поздравляю вас с Днем молодежи! Строительный техникум и педагогический колледж – старейшие учебные заведения, которые славятся отличной базой обучения и огромным педагогическим опытом преподавателей. Сегодня в гостях директор педколледжа Геннадий Косолапов и преподаватель физической культуры Искандер Мингалеев. Участники соревнований – студенты констройтехникума и педколледжа.
перетягивание каната, эстафета, прыжки, танцы. Ребята соревновались в 8 номинациях. Грамоты поделили поровну. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Канашский строительный техникум. Вода реки Аниш на грани загрязнения. Жители микрорайона ВРЗ более 2 лет борются за чистоту и порядок близлежащих территорий. Овраги превращены в свалку. Местные жители винят в происходящем собственников гаражного кооператива. Собственником земли, где жителями города организована несанкционированная свалка, является администрация города. По мнению жильцов близлежащих многоквартирных домов, берега реки Аниш загрязнили собственники гаражных построений. Вот здесь находится исток реки Аниш. 2 года назад здесь утки водились, лягушки квакали. А нынче ни лягушек не слышно, ни уток нету, потому что отходы идут неочищенные химические отходы от дома бытовых услуг. И все живое там погибло. Потому что когда этот дом строился, я видел, они закопали трубу, вот этой землей засыпали. Труба идет сюда, в исток реки Аниш, от этого дома бытовых услуг. Еще 2 года назад, когда строили его. А у вас здесь рядом где-то дача находится? Здесь есть в саду ВРЗ номер 1. Ладно, благодаря позитивному отношению граждан, которые своевременно нас информируют о тех или иных местах накопления. И, соответственно, мы убираем. Что касается все сейчас гаражные кооперативы капитальные, они уже составляют договора. Более 2 лет эта проблема не дает покоя жителям ВРЗ. Здесь ежегодно организовываются субботники, подключаются волонтеры. Но свалка появляется вновь и вновь. Дело в том, что вот эта речка Аниш протекает от города, по территории города, и на всей длине захламлена мусорами. А вода этой речки втекает река Ута. А на реке Ута, около деревни Бахтиярова, построен водозабор, который питает, подает воду для населения города Канаш. Так как там скважины обмелели, на этой речке Ута построили 2 плотины. После этого, значит, вода как бы прибавилась. А это что значит? То, что течет, вода вот так загрязненная, попадает в реку Ута. А из реки Ута попадают водозаборы. Получается так, значит, население загрязняет, потом эту уже воду пьют. После этих плотин и так далее. Я не знаю, как там очищают и так далее, но недаром говорят, не плюй, говорит, в колодец, пригодится воды напиться. А здесь получается так, сами же загрязняют и сами же пьют. У нас город стал чуть побольше площадью, чем был раньше. За счет чего? За счет того, что пруды разделили несколько. Разделили, сузили. Дамбы насыпали. Завалили берега реки, и на них 2-3 ряда построили гаражи. В каком году построили? А деньги за эту землю не платят. Я об этом говорила еще на собрании депутатов. Представители Народного фронта провели мониторинг состояния устья реки Аниш. Позади нас гаражный кооператив. И вот то, что в овраге за самими боксами, это, конечно, полное безобразие. То есть огромные навалы отходов. Такого, естественно, в городской черте быть не должно. И мы здесь сегодня находимся, потому что поступали неоднократные жалобы жителей города. Поступают они не 1 год, к сожалению, проблема не решается. И, соответственно, жители вынуждены обращаться повторно. Обращались в разные органы и природоохраны, и в администрацию города, но, к сожалению, пока вопрос еще решается. Но, побывав на месте и пройдя вдоль всех этих территорий, мы видим, что, к сожалению, проблема давняя, застарелая. То есть и здесь, конечно, претензии к самим собственникам этих гаражей. Да? То есть мы видим, что тут и канистры, и запчасти от автомобилей. То есть, имея в собственности гаражи, то есть люди все это выбрасывают, и видно, что годами и годами захламляли всю эту территорию. Вопрос достаточно серьезный, то есть тут большое поле деятельности для администрации, и, конечно же, для самих собственников этих гаражей и для руководства гаражных кооперативов. Собственников гаражного кооператива будут контролировать и общественность, и администрация. На сегодняшний день мы по всему, практически руслу реки Аниш расклеили объявление на гаражи с просьбой предоставить соответствующие правоустанавливающие документы на установку гаражей.
Если у кого нет установленных сроки, у кого до 15 июля, у кого до 1 августа, освободить земельный участок. При случае, если гаражи не будут внесены и не будут представлены соответствующие документы, мы в рамках муниципального земельного контроля проведем проверку. Акты проверок направляются в управление Росреестра. Соответственно, государственный инспектор по охране использования земель накладывает штраф. И следующий шаг, после этого обращение в суд, уже через суд освобождение земельного участка. В течение близлежащего времени возникшую экологическую проблему возможно решить, подытожили участники встречи. Олеся Григорьева, Илья Сергеев, Павел Павлов, ВРЗ. Правильная эвакуация спасет жизни. Сегодня сотрудники МЧС провели учения с работниками Почты России. Что делать, если загорелось здание, либо произошла утечка газа? Как избежать террористического акта? Учения состоялись на базе центрального офиса. Алло, здравствуйте. Я Семенова Ольга Вячеславовна. Работаю в отделе кадров Канашского почтамта. У нас произошло возгорание компьютера на первом этаже здания по адресу 30 лет Побед, дом 25. Учебно-тренировочная эвакуация проводится сотрудниками МЧС регулярно. По словам пожарных, ошибки гражданами допускаются, их нужно искоренять. На кону жизнь людей. Проверялись действия сотрудников почты, знания о мерах пожарной безопасности. Такие мероприятия у нас проводятся в учебных заведениях и дошкольных образовательных учреждениях ежеквартально. В учреждениях, у нас в таких крупных учреждениях это проводится раз в год. Эти эвакуации мы смотрим, выявляем недостатки, указываем на них, чтобы в чрезвычайной ситуации ошибки у нас не нарушать. Таких вот случаев, когда вот незнание, неумение действиям при пожарах приводили у нас к печальному случаю. Это зимняя вишня, хромая лошадь. Не зная элементарных и паникуя, у нас происходили гибель взрослого и детского и детей на пожарах. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились на каждых предприятиях нашего города и района, чтобы были отлажены все действия сотрудников учреждений. Канашский почтамп имеет несколько этажей. При чрезвычайной ситуации, как правило, начинается паника, что приводит к необратимым последствиям. Здесь находится у вас большое количество людей, и в связи с этим необходимо эти отработки производить. Такие мероприятия в школах и садиках проводятся ежеквартально, и дети уже знают, как это самое. А вот у нас, к сожалению, благодаря тому, что ваши руководители заботятся о вашем здоровье, о том, чтобы вы соблюдали меры пожарной безопасности, знали элементарные требования. Они сегодня пригласили нас, и мы проводим с вами это занятие. Владимир Михайлов наглядно показал, как устроен огнетушитель и как им пользоваться. Ни в коем случае не паниковать нельзя. Нужно мыслить здравомысляще, чтобы действовать. Знаете, что у нас дым идет на верхние этажи. Соответственно, нужно об этом задуматься, немножко пригнуться, когда будете эвакуироваться. И когда у вас обнаружили пожар, должны вы сообщить, как было продемонстрировано, пожарную охрану, принять меры первичной средствами пожаротушения, то есть огнетушитель. В целом, учения показали, что в организации противопожарные требования соблюдаются. Олеся Григорьева, Илья Сергеев, Павел Павлов, Канашский почтамп. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.